А теперь о других регистрациях, более понятных и привычных для всех нас. В Коми выросло количество браков по сравнению с 2020 годом. Прошлой весной, когда вступили в силу ковидные ограничения, молодожены переносили церемонии до лучших времен. Впрочем, и сейчас в ЗАГСах региона по-прежнему рекомендуют откладывать регистрацию брака. В ином случае количество присутствующих будет ограничено. Каким теперь останется день свадьбы в памяти влюбленных, знает Ольга Коняева. Камерная обстановка, минимум гостей, молодожены в масках. Так теперь выглядит торжественный обряд бракосочетания. Впрочем, трогательность момента по-прежнему на высшем уровне. Сотрудники ЗАГСа стараются. Берегите друг друга, цените друг друга, самое главное, уважайте друг друга. Поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем. Пускайте масочки. Свадьба, которая пела и плясала, начиная с ЗАГСа, теперь кажется далеко позади. Плачущие от умиления гости и шампанское в стенах дворца сочетания скорее редкость. Максимум 10 человек, включая сотрудника ЗАГСа, молодоженов и фотографа. Мы решили, чтобы никого не обижать, вот только вдвоем прийти расписаться, а с родственниками уже посидеть вместе. В тихом семейном кругу. Алексей и Ирина теперь, наконец, оба Дмитриевы. Планировали создать семью еще в прошлом году. Алексей предложил мне быть вместе. Я согласилась. Однако в тот самый момент разразилась пандемия, самоизоляция, ограничения во всех сферах. ЗАГСы предлагали отложить церемонию бракосочетания, и многие действительно перенесли счастливый момент на потом. Были и жалобы в Министерство юстиции, но что поделаешь, здоровье прежде всего. Те, кто все же решался вступать в брак, соблюдали жесткие правила. Обязательный вход в масках, в перчатках, никаких поцелуев, просто обнимашки, и без обмена колец. Закрытые рестораны, запрет на массовые мероприятия. Вся жизнь перешла в онлайн, и даже праздники оказалось возможны в видеочате. Одна из онлайн-свадеб в прошлом году, можно сказать, отгремела в Ухте. 34 гостя из разных уголков России, конкурсы, тосты, многочисленная горько. Все как полагается. Был и сюрприз. Молодых поздравил ухтинец в прошлом Андрей Державин. Настроение подняли зажигательные Боня и Кузьмич. Мы с большим удовольствием поздравляем молодых, Кирилл, Аня. Вот вы уникальные люди, уникальная пара, которые согласились на такой грандиозный эксперимент. И правильный. Это абсолютно правильный подход. Мы желаем вам только вперед и только победа, благополучия, конечно же, но и самых ярких и невероятных эмоций и впечатлений. И их можно получать даже сидя дома. Организовать такую вечеринку, пожалуй, даже труднее. Формат нестандартный. Но и плюсы есть. Меньше вложений, собрать можно даже тех, кто приехать никак не может. Невозможно сделать онлайн-свадьбу одному ведущему. Это нереально. Это огромная предварительная работа целой команды. 50 и больше гостей, шикарный банкет, большая праздничная программа. Такой формат сейчас под запретом. Видимо, и по этой причине тоже в прошлом году в Коми заключили на 1000 меньше брачных союзов, чем в 2019. Когда снимут ограничения, никому не известно, а потому всем пришлось перестроиться. Ничего, так скажем, не помешает семейному счастью, построению новой жизни, новому очагу. Никакие ограничения, так скажем. Заказов на это лето достаточно, говорит основатель и организатор студии стильных свадеб Анна Разманова. За 7 лет компания пережила, включая эпидемию, 3 кризиса. Сейчас отрабатывают, по сути, и за прошлый год. А сейчас это маленькие камерные свадьбы, где только самые близкие, родные. Такая теплая семейная свадьба получается. То есть таких прям шумных, заводных вечеринок. Сейчас такой формат уже не получается реализовать. Поэтому молодожены, они адаптировались к такой ситуации и сейчас стараются, тоже делать, согласны уже делать вот такие маленькие свадьбы. Влюбленные наверстывают упущенное. За полгода 21-го количество церемоний в ЗАГСах Коми на 500 больше, чем в первый год эпидемии. Меняются подходы, форматы, количество гостей. Вырос спрос на аренду загородных домов, инсценировку выездных церемоний на природе. Торжественным и красивым. Таким по-прежнему желают запомнить главный семейный праздник – супружеские пары. Ольга Коняева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.